Штриховки достаточно простой инструмент, если их, конечно, хорошо знать. Итак, возьмем за основу некоторые объекты, вызываем команду штриховки, появляется окно. Можно открыть дополнительные свойства. Чтобы выбрать саму штриховку, нажимаем либо на картинку, либо на кнопочку возле нее. Выбираем нужную штриховку, указываем масштаб. Все штриховки имеют свой масштаб, независимый угол наклона. Вот. Можно здесь указать, либо выбрать объект, либо указать контур. Более правильно выбирать объекты замкнутые, цельные, полилинии и так далее. Вот. Ну, иногда можно выбрать и замкнутый контур. Вот. Просмотр: правую кнопку принять, левую отклонить. Так, принимаем. Штриховка полностью устраивает. Если мы начнем перемещать объект, то штриховка как бы будет перемещаться вместе с ним. Это свойство называется ассоциативность. Вот она здесь у нас включена была при создании самой штриховки и позволяет нам работать с объектом свободно. Можем добавить еще один объект, вот, либо удалить. Там можно либо выбрать кнопку, либо правой кнопкой. Окей. Как мы видим, теперь у нас другой объект. Если же вы удаляете даже объект, лучше сначала удалить контур, а потом удалить объект. Ну, на всякий случай. Так, можно добавить оба объекта. Окей. Видим, что штриховка изменилась. Можно выбрать несколько видов, чтобы она была без островков. Оп, не сработало. Ну, тут в десяточке есть какие-то недоработки по штриховке. Вызовем без островков. Ну, это сработало. Так. Удалим контур. Окей. Так, посмотрим, какие еще у нас есть свойства. Ну, прежде всего, мы можем с вами выбрать другую штриховку. Вот, допустим, какой-нибудь кирпичик. Вот, и щелкнув кнопкой, пожалуйста, сейчас развернем на 0. Так, видим, что штриховка начинается не там, где объект. Нажмем кнопочку вот эту и укажем, откуда будет начинаться штриховка. Вот, так мы его подогнали. Вот. Можно копировать свойства, чтобы не настраивать каждую штриховку заново, а брать какую-то штриховку за основу. Все ее настройки. Так, посмотрим на другом объекте, как работает контур. Выбираем ту же самую штриховку в виде свойствами. Подтверждаем. Указываем контур. Щелкаем в область. Нажимаем ОК. Так, теперь мы меняем объект. У нас все то же самое меняется. Передвигая объекты, изменяя объекты. Ассоциативность работает достаточно хорошо. Но только до того момента, пока вы не разорвали контур или не сдвинули штриховку. Если вы это сделали, то ассоциативность уже не восстановить. Восстановить можно только контур. Важно, нажимаем на объект, говорим восстановить контур. Окей, выбираем полилиния или область, полилиния. Да. Окей. Вот у нас выбралась полилиния. В том месте, где у нас был контур. Вот. Мы можем оттащить, у нас есть здесь объект с вами, состоящий из нескольких полилиний. Итак, посмотрим на другом объекте, где у нас есть разрыв. Также есть свойство к допуску. Допуск позволяет нам заштриховывать там, где область разорвана. Но учтите, ассоциативность при этом не работает. Эти штриховки заранее уже не ассоциативные. Вот. Также можно вместе с полилинией еще создавать, точнее, если штриховка, создавать полилинию или область одновременно. Вот. Этот контур будет сохраняться сразу же в объект. Иногда тоже полезная достаточно команда.
Итак, посмотрим свойства нового 2010 автокада, его штриховок. Выберем штриховочку другую, чтобы было помельче, но это совсем мелко. Я же говорю, что у каждой штриховки свой масштаб, придется подгонять. Вот. А вот эти маркеры, это новшество. Если возьмемся за средний маркер, то мы можем добавлять новые вершинки. Если за крайний, соответственно, будет меняться. Если за крайний нажать с клавишей Ctrl и потянуть как бы в ту сторону, где в сторону уменьшения, то вершины будут удаляться. Если же с Ctrl в момент создания, то тогда будет не добавляться не ровная линия, а дуга. Очень полезное свойство. Вот. Также помимо штриховок есть градиенты. Но только перейти на другую вкладку. Здесь из настроек это один цвет или два цвета. Если один цвет, то это будет цвет и цвет фона. Если два цвета, то те цвета, которые вы укажете. Есть несколько типов градиентов и их угол наклона. Также не забываем, что есть еще в Express, который ставится отдельно, Super Hatch. Super Hatch это штриховка, которая может быть создана из картинки, блока, XRF или маскировки. Вот. Ну, эту команду вы уже рассмотрите самостоятельно, она не входит в AutoCAD. Также я вам забыл сказать о том, что штриховки можно добавлять пользовательские. Они находятся в отдельной вкладке пользовательские. Чтобы ее добавить, нужно всего лишь штриховку скопировать в папку AutoCAD. Там есть такая папочка Support, куда вы копируете свои файлы, и они у вас появятся в том списке. Вот и все. Ничего сложного не в штриховках, но требует аккуратности в работе.